Я бы сказал так: не освещая подобные истории, вы позволяете происходить новым. Итак, это был 1995 год. Затем 2001 год, 11 сентября. И вот 2021 год, 6 января. И вот обе эти даты, знаете, те истории, что нам показывали по телевизору, да, просто неправда. И правительство было замешано по-настоящему зловещим образом в обоих случаях. И во многих других, я имею в виду между ними, было покушение на Гретхен Уитмер, где все участники, казалось, были федералами. Это очень созвучно той истории. И я бы упомянула еще одно, Такер. Что было для меня новым, когда я проводила исследование, это то, что теракт на бостонском марафоне породил целую спираль версий, что старший брат, тот, которого убили агентом ФБР под прикрытием, и об этом написана книга, и Дана Рорабакер, тот самый конгрессмен, который пытался разобраться. Ориндж Каунти. Да. Он настаивал на расследовании Конгресса взрыва в Оклахома-Сити и немецких связей, изучая, в частности, Андреаса Штрасмайера. Он продолжил изучать эту же картину после теракта на бостонском марафоне и столкнулась с глухой стеной со стороны некоторых из тех же людей. То есть Джанет Наполитано, которая была вовлечена в дело о взрыве в Оклахома-Сити, была одной из тех, кто стоял у него на пути. И Роберт Мюллер, который, конечно, был вовлечен в дело Джесси. Я занималась тем, что добивалась справедливости для Кеннета в Конгрессе. Но да, к вашему вопросу о том, что произошло после взрыва. Потому что после взрыва в Оклахома-Сити, поскольку мы не знаем, что случилось, и потенциал для этой расползающейся раковой опухоли слежки, которая, кажется, знаете, прилипает ко многим из этих ужасных событий, где до сих пор не ясно, что произошло.